Добрый вечер. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТС. В студии Елена Кобзева и Джолдош Исаков. И в начале главные темы уходящего дня. В ход пошли ультиматумы. Свободу Азимжану Аскарову или международные финансовые институты приостановят сотрудничество с Кыргызстаном. Депутатов выбрали, теперь заставить бы их работать. Некоторые местные кенеши до сих пор не могут собраться. Не успев принять ни единого ученика, новая школа в Ноокате закрыта на ремонт. Пол провалился по стенам трещины. Кыргызский алфавит может претерпеть изменения. Могут исчезнуть «ц» и «ща», а исключительно диалектные слова стать общепринятыми. Теперь об этих и других новостях более подробно. Международных доноров просят прекратить финансировать Кыргызстан до освобождения Азимжана Аскарова. Соответствующее послание накануне направили главе Всемирного банка члены Международного комитета защиты журналистов. Политологи говорят, подобные заявления во время судебного процесса не что иное, как попытка оказать давление. Однако, как показывает практика, к этим петициям валютные институты обычно не прислушиваются. Во главу угла ставятся финансовые обстоятельства страны. Точку зрения политиков и экспертов выслушал Игорь Потанин. Прекратить финансирование Кыргызстана до освобождения Азимжана Аскарова. Такое требование в своем письме на имя главы Всемирного банка Джим Йен Кима выдвигают члены международной организации Комитет защиты журналистов. По их мнению, устойчивое экономическое развитие невозможно без обеспечения верховенства закона и уважения прав человека, чего в деле Азимжана Аскарова, по мнению Комитета защиты журналистов, нет. К слову, Аскаров обвиняется в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции в июньских событиях 2010 года на юге республики. Несмотря на множество доказательств вины Аскарова, сейчас его дело пересматривается по требованию международных организаций. Депутаты говорят, подобные заявления международных институтов в период процесса – не что иное, как давление на суд. Какая независимость, если сегодня все международные организации будут нам, как говорится, ставить условия и потом, скажем, влиять на нашу внутреннюю политику. Мы должны вести свою политику согласно основного нашего закона, Конституции и наших законов. Решение суда оно должно быть законным и основываться на законном основании. И эти законы, они должны работать в нашей стране. И никого мы не должны слушать. Эксперты говорят, очень странно, что за Аскарова пытается вступиться Комитет защиты журналистов. Работником СМИ он не является, да и проблем в международной журналистике, требующих внимания общественности, сегодня и без Аскарова много. В любой стране мира судебная система является независимой. И ни международные организации, ни внутренние, ни власти не должны оказывать давление на суд. Международным институтам тоже никто не давал права давить на суд. Тем более недопустим тон, в котором сделано это заявление. Журналистика должна быть объективной. Не нужно вмешиваться во внутренние дела государства и в судебные споры. Кто виноват, а кто нет, должен решать суд. Политологи говорят, не стоит думать, что Всемирный банк послушает малоизвестную организацию. Во главу угла отношений с международными донорами ставятся финансовые обязательства страны. Все пункты подобных соглашений прописываются и регулируются с обеих сторон. Как инвесторами, так и страной-получателем гранта. Поэтому заявление Комитета защиты журналистов эксперты оценивают как попытку привлечь внимание к себе. Такого рода обращения ко Всемирному банку и другим международным большим организациям присылается очень много. Не только по Кыргызстану, не только по этому поводу. Но, наверное, имеется больше символический смысл, нежели практические экономические последствия. К слову, процесс по делу Азимжана Аскарова подходит к концу. Уже завершены все процедуры, и Фемиде осталось лишь огласить свой вердикт. Как ожидается, приговор по этому делу будет озвучен 17 января. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС. Прокуратура не согласна с досрочным освобождением из-под стражи Эльмурзы Сатыбалдиева, Нурлана Турсункулова и Каныбека Джороева. Надзорный орган Аламединского района обратился в Верховный суд для обжалования решений райсуда. Бывшие генпрокуроры Эльмурза Сатыбалдиев и Нурлан Турсункулов, а также экс-руководитель администрации президента Бакиева Каныбек Джороев на прошлой неделе были освобождены условно-досрочно. Аламединский районный суд обосновал это тем, что они отбыли в тюрьме 2/3 своего срока. Это решение возмутило участников апрельской революции.
Бывшие генпрокуроры Эльмурза Сатыбалдиев и Нурлан Турсункулов, экс-глава администрации президента Каныбек Джуроев были осуждены на 10 лет лишения свободы. На прошлой неделе Алмединский районный суд решил освободить их условно-досрочно. Прокуратура этого же района, не согласившись с таким решением, обратилась в Верховный суд. Причина: суд в своем постановлении указал, что поведение у них примерное, хорошо характеризуется со стороны учреждения. Положительно характеризуется, каждый имеет по 2 поощрения. Согласно закону УИК, и вот суд рассмотрел и освободил их условно-досрочное освобождение. Мы не согласны с данным решением. Обжаловали это решение в Верховный суд Кыргызской Республики. Как сообщили в Госслужбе исполнения наказаний, лишенные свободы после отбытия 2/3 своего срока решением суда могут быть освобождены условно-досрочно. Однако с решением Фемиды не согласны родственники погибших в апреле 2010 года. Они заявляют, что и так недостаточно жестко наказаны обвиняемые. Теперь и вовсе отпущены на свободу. Освободили условно-досрочно Сатыбалдиева. Мы категорически с этим не согласны. Потому что он был советником президента по безопасности. И как это так, его вдруг, и в том числе как раз и Джуроев там есть, руководитель аппарата президента, Турсункулов есть, все те, кто, в общем-то, на тот момент могли бы решать, так сказать, принять активное участие, чтобы не допустить кровопролития. Но они это сделали с их молчаливого согласия, так сказать. Поэтому мы считаем, что это вина доказана и должны понести наказание в полной мере. Их не должны были освободить условно-досрочно. Условно-досрочно освобожденные Эльмурза Сатыбалдиев и Нурлан Турсункулов по первоначальному приговору должны были выйти на свободу только в октябре этого года, а Каныбеку Джуроеву оставалось сидеть еще 4 месяца. Елена Яковлева, Рахат Джаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. О парашютистах в кадровой политике, о статс-секретарях, которые не нравятся премьер-министру, и почему глава правительства не проводит ротацию кадров. Сегодня этим вопросами посвятили свое фракционное заседание парламентские социал-демократы. Выслушав отчет вице-премьера, члены фракции подвергли критике кадровую работу Кабмина. В государственных органах, по словам депутатов, не соблюдается гендерный баланс, а при назначении на ту или иную должность во главу угла по-прежнему ставится кумовство и поддержка высокопоставленных покровителей. Подробности дискуссии в следующем сюжете. Изначально было заявлено, что докладывать о кадровой политике перед фракцией социал-демократов будет сам премьер-министр. Сооронбая Джейнбекова не было, поэтому за него отчитывался его первый зам Мухаммедкалы Абулгазиев. Чиновник рассказал, что сегодня в стране 18 100 госслужащих, и почти 90% из них в органах исполнительной власти. Вице-премьера спросили о гендерном балансе в госструктурах. Всего должностей в государственных органах, назначаемых премьер-министром, 490. 416 из них сегодня занимают мужчины и 74 – женщины. То есть женщины составляют 15%. При выборе кадров на тот или иной пост мы прежде всего руководствуемся принципами наличия профессиональных качеств. Является ли он специалистом в этой области, а не тем, что он мужчина или женщина. То есть вы хотите сказать, что женщины не специалисты? 15% это очень мало. Это говорит о том, что вы не исполняете закон. Он требует, чтобы не менее 30% руководящих должностей в госорганах занимали женщины. Вы говорите, что в целом в госорганах работает очень много женщин, но ведь речь о руководящих должностях. Тут вы не соблюдаете гендерный баланс. Казалось бы, в свете последних публикаций в СМИ, так сказать, о некомпетентности отдельных министров, депутаты должны были пройтись и по ним. Однако этого не было. Члены правительства уже 6 лет как назначаются по принципу партийного квотирования. Поэтому, кажется, сегодня депутаты не хотели критиковать своих назначенцев или тех, кого выдвинули партнеры по коалиции. Зато сегодня почти каждый член фракции говорил о необходимости ротации кадров, на что Кабмин заявил, что по мере возможности этот принцип применяет, а теперь с расширением кадровых полномочий премьера он только усилится. Самое главное – это боль, когда назначается из тех мест, где он родился и вырос. То есть он видит только свой район и не видит республики и другие области, как живут вообще республики. Говорили сегодня и о статс-секретарях. В свое время эта должность была учреждена для того, чтобы отобранные на нее люди, в свою очередь, отбирали на работу в министерство качественные кадры. А на деле, как говорят депутаты, этого не получилось.
Вот вы проводите конкурсы на вакантные должности статс-секретарей, министерств и ведомств. Люди принимают в них участие, побеждают, но все равно, если они в итоге не нравятся премьер-министру, то их не назначают. Вы мне скажите, тогда какой смысл вообще проводить эти конкурсы? Вот, например, был у вас конкурс на замещение должности заместителя главы ГРС. Победитель не понравился Тайырбеку Дүйшекеевичу, а тот, который ему понравился, уже не подходит для премьер-министра. Поэтому, когда вы говорите, что принцип отбора статс-секретарей дает результаты, я совершенно с этим не согласен. Я считаю, что система подготовки и назначения кадров у нас самая коррумпированная. Став депутатом, я узнал о таком понятии, как парашютист. То есть человек не проходит все стадии карьерного роста, а сверху прямо спускается на высокий пост. Как правило, это чей-то родственник или названный сын. Влиятельные покровители его оберегают, и его нельзя трогать. Мы должны остановить такую практику. Вспомнили депутаты и про последние, на их взгляд, странные кадровые решения в правительстве. Например, начальницу финуправления одного района, которую заподозрили в махинациях, снимают с должности с порицанием, что нельзя так делать, а через незначительное время почему-то назначают руководителем в другом районе. Пожаловались члены фракции на то, что правительство недостаточно проводит оптимизацию кадров в своих структурных подразделениях. Депутаты, конечно же, напомнили, что Жогорку Кенеш пошел на сокращение части своего штата и сэкономил немалые бюджетные деньги. Соответственно, то же самое теперь должен сделать и Кабмин. Манас Ажигитов, Алтынбек Канабекулу, НТС. Вожделели быть избранными, а вот работать желания не изъявляют. Депутаты некоторых местных кенешей уже месяц как стали избранниками, но на заседании не являются. К примеру, в Карабалте дело дошло до скандала. Жители назвали депутатов тунеядцами. Вот уже 3 попытки собрать их на сессию потерпели крах. В Центре избиркоме даже пригрозили распуском, если они, наконец, не приступят к своим обязанностям. А между тем, сами депутаты пожаловались, что полноценно приступить к работе не могут, ведь им даже не выдали удостоверение, не говоря уже о депутатском значке. Впрочем, согласно информации из ЦИКа, эта атрибутика лишь формальность. Главное – регистрация, которую прошли все. Уже месяц прошел с тех пор, как по республике прошли выборы в местные кенеши. Но к своим обязанностям многие из депутатов все никак не приступят. Одни просто-напросто по каким-то причинам не приходят на сессии, тем самым срывая заседание по причине отсутствия кворума. Другие говорят, что приступить к своим обязанностям не могут без наличия у них депутатских удостоверений и значков. То, что на их груди не красуется знак отличия, не повод не приступать к работе, говорят в ЦИКе. Это не более чем аксессуар. Избранники являются депутатами уже после того, как были зарегистрированы в качестве членов своей фракции в Кенеше. Но и из этой формальности народные избранники умудрились сделать скандал, говорят члены Центра избиркома. Заминка с выдачей депутатских атрибутов произошла потому, что компания, выигравшая тендер на изготовление значков, подала в суд после того, как в ЦИКе решили тендер аннулировать. Качество их продукции за те деньги, которые подразумевается потратить, оказалось слишком низким. Депутатов по республике 9 тысяч. Требуемая сумма чуть менее 5 миллионов сомов. То есть на каждый значок и удостоверение потратится по 380 и 145 сомов соответственно. Ввиду того, что, так сказать, лоббистские силы таким образом повлияли на исход этого, реализацию этого тендера, ну, в данном случае я как юрист думаю, что будет разумно, так сказать, я лично понаблюдаю за ситуацией, потому что делать какие-то поспешные решения или выводы будет звучать, по-моему, неправильно. В Жогорку Кенеше в этом вопросе встали на сторону коллег и обрушились с критикой в адрес ЦИКа из-за их неспособности провести элементарный тендер. Вот только стоит ли вручать атрибуты новоизбранным депутатам? Жители многих городских и айыльных кенешей уже недовольны ими. К примеру, результаты выборов в городской кенеш Карабалты утвердили еще 4 января. Но из-за отсутствия ряда депутатов сессия срывалась трижды. И только сегодня стало известно, что с горем пополам состоялось их первое заседание, на котором они избрали спикера. Жители Карабалты опасаются, что для того, чтобы собраться для выборов мэра, им потребуется еще 3 попытки. Официальная версия ЦИКа столь неслаженной работы Карабалтинского кенеша – расхождение в политических взглядах.
По всей республике прошли выборы спикеров. На сегодняшний день спикеров не избрали еще в нескольких городах. Мы предполагаем, возможно, что фракции не сходятся во взглядах. Я думаю, что местные власти совместно с избранными партиями путем переговоров придут к единому решению в ближайшее время. Согласно закону, городские кеңеши должны избрать спикера в течение 20 дней после первой сессии. Однако законом не предусмотрены санкции за неявки на заседания, вследствие которой сроки избрания председателей затягиваются. Отмечается, что глав городских кеңеши пока не выбрали также в городах Джалалабад и Узген. Мирджан Балыбаев, Айбек Айтпаев, Манас Бакешев, НТС. Содержимое алипе кыргызского букваря может претерпеть изменения. Речь идет о знаках. Некоторым буквам в скором времени может не найтись места в принятом сегодня кыргызском алфавите. Спор лингвистов и филологов состоялся сегодня в Академии наук. Так, предлагается исключить некоторые несвойственные для кыргызского произношения буквы. К примеру, «ц» и, напротив, ввести еще знаки с хвостиками, обозначающими носовое звучание. А заодно закрепить в литературном языке и сугубо диалектные слова. Одни говорят, что так сохранится самобытность языка, другие категорически не согласны, ссылаясь на плачевный опыт соседей. Лингвисты и филологи сегодня обсудили изменения, предлагаемые в кыргызский алфавит, с целью направить, наконец, развитие государственного языка в правильное русло. По словам языковедов, эта тема поднималась еще с 40-х годов советской эпохи, когда была введена кириллица. Одинаковое обозначение в графике алфавита букв с разным звучанием, таких, например, как заимствованное «ж» и кыргызское «дж», со временем, по их мнению, приведет к так называемой языковой эрозии. Кыргызский язык может потерять свое изначальное звучание. Мы, ученые Кыргызстана, предлагают ввести в алфавит дополнительные буквы. Глубоко задноязычный «к», глубоко задноязычный «г» и исконно кыргызский «дж». Для того, чтобы мы, наши молодые поколения говорили кыргызские слова исконно кыргызским акцентом. Буквы заимствованных слов останутся как есть. Ученые спорят, какие именно буквы следует вводить в алфавит кыргызского языка. К примеру, остро обсуждаются заимствованные из кириллицы буквы «ё» и «ю». Эти звуки предлагается писать через «и» краткое. Некоторые инициаторы предлагают также добавить обозначение букв, характерных для определенного диалекта. К примеру, особое произношение буквы «а», как в слове «кяль» в значении «голова», которое в основном используется на юге республики. Нужно ли менять алфавит? А если нужно, то как именно, единого мнения в академическом мире пока нет. Доктор филологических наук Дайырбек Кенжибаев с предложением добавить 3 новых обозначения не согласен, но в свою очередь предлагает убрать из ныне существующего кыргызского алфавита буквы «ц» и «щ», как практически невостребованных в исконно кыргызском языке. Кыргызское звучание, которое действительно, понимаете, отражает, отличает, понимаете, самобытность языка, помимо других признаков, кроется именно в акустическом облике слова, понимаете? По мнению профессора Тагаева, всякая реформа графики – это ломка человеческого сознания. Именно по этой причине, по его словам, уже много веков англичане сохраняют свою графику при сильно разнящихся написании и звучании букв алфавита. В конце 2012 года в соседнем Казахстане начался процесс перехода казахского алфавита на латинскую графику. Закончить планируют к 2025 году. Почти 2 десятилетиями раньше на латиницу перешли в Узбекистане. Спустя 23 года узбекский алфавит, основанный на латинской графике, так и не укоренился в жизни государства. Они истратили миллионы долларов на то, чтобы перейти. И потом вот для них что получилось? Они перешли, молодежь перешла на латиницу. В вузах везде учебники, научная литература, все на кириллице. Вы представляете, какой когнитивный диссонанс получается? И в результате что мы имеем? В результате мы имеем массу необразованного населения. По словам Тагаева, кыргызский язык на базе именно кириллицы помог когда-то ликвидировать безграмотность, а основы кыргызской графики заложены трудами таких ученых, как Тыныстанов, Карасаев и Батманов, с учетом типологических особенностей языка Манаса. Сейчас, когда, к примеру, через русский язык в кыргызский по-прежнему приходят новые слова, их буквы не кажутся инородными, а лексика легко вписывается в систему кыргызского языка. Болт Исаев, Александр Симонов, НТС.
Суббота теперь будет днем, который школьники смогут посвятить хобби и спорту. Со второго полугодия текущего учебного года школы переходят на пятидневное обучение. Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. Однако такой график будет не у всех школьников. Там, где недельная учебная нагрузка превышает 30 часов, шестидневка остается. Между тем, в некоторых учебных заведениях занятия и вовсе прекратились в связи с резким понижением температуры воздуха. Например, в Нарыне из-за сильных морозов родители обратились в Министерство образования с просьбой продлить детям каникулы. Ребятам в некоторых селах области приходится пешком добираться до школы целый час при минус 40. Так, занятия временно прекращены в Нарынской области, Сусамырской долине и Тугустурусском районе Джалалабадской области. Деньги на ветер, или точнее под пол, обрушение которого произошло уже в 2 школах республики. Причем не после ремонта, а по окончанию строительства объектов с нуля. Депутаты потребовали призвать к ответственности подрядчиков. Только для этого, как выясняется, их нужно сначала найти. Полы в учебных заведениях провалились еще до того, как они успели принять в своих стенах учеников. К слову, по стенам там тоже пошли трещины. Речь о школе имени Темиркорук в Джангы-Наукате. Аналогичная ситуация в едва построенной школе в Айлыкмытой-Гулюстан Наукатского района. Приемку объекты не прошли, не успев построить, там начали ремонт. Единственная школа в отдаленном селе Темиркорук была построена в 1990 году методом Ашара. 6 лет назад здание было признано аварийным, в связи с чем было решено возвести новое строение. По проекту предполагалось строительство двухэтажной школы на 200 мест. Согласно смете, выделили 58 миллионов сомов. Тендер выиграла компания Ош Технолайн, которая вместо 2 этажей подняла только 1. Помещение максимум на 150 мест. Да к тому же настолько хлюпкое, что не успев распахнуть дверь учащимся, стало рассыпаться на глазах. Но подрядчики, нисколько этого не стесняясь, еще и пытались сдать объект в начале учебного года. Я сразу сказал начальству этой строительной компании, что из-за нарушений могут пострадать дети. Я их предупредила и попросила устранить все недочеты по качеству стройки. Но они не выполнили мою просьбу, и мне пришлось обратиться в местную администрацию. Несмотря на очевидность безобразно выполненных работ, директора откровенно вынуждали одобрить приемку школы. Давление осуществлялось со стороны высокопоставленных чиновников, знакомых руководства строительной компании. Женщина обратилась в местную администрацию с просьбой проверить построенное здание на предмет соответствия стандартам. Из-за того, что в фундаменте отсутствуют вентиляционные трубы, полы сгнили. Брусчатку тоже трижды успели заменить из-за плохого качества. Бетон, используемый в конструкции, не отвечает требованиям и нормам строительства. Мы создали комиссию и выявили более 10 нарушений. Строительная компания обещала все недостатки устранить, но пока обещаний не выполнила. При пробном отоплении трубы не нагрелись. Трансформатор установлен не так, как надо. Строительная компания сэкономила деньги и присвоила, считают учителя. Дети вынуждены учиться в здании, которое не отвечает требованиям. Каждый класс отапливается отдельной печкой. Иногда кочегары вынуждены прерывать урок и заходить топить. Отсутствие условий влияет на качество образования детей. Связаться с компанией-подрядчиком Ош Технолайн не удалось. Между тем, 180 учащихся были вынуждены снова вернуться в аварийное здание старой школы. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Тохтусунов, НТС, Ош. Кыргызстанские футбольные судьи вошли в список арбитров элитной категории Международной федерации футбола. По данным судейской коллегии Национальной футбольной федерации, обслуживать международные матчи теперь имеют право 7 наших рефери. В число 100 арбитров, которые отбираются комиссией ФИФА, от Кыргызстана вошли рефери Дмитрий Машинцев, Респек Шекербеков и Тимур Файзулин, а также ассистенты главного арбитра Бахадыр Кучкаров, Сергей Грищенко, Замир Чаныбеков и Исмаилджан Талибджанов. Тысячи пар любителей Тогуз Корголос играют в эту интеллектуальную игру в разных областях республики одновременно. Или команды наездников на своих верных скакунах посостязаются в Кёкбуру на ипподромах страны. Флешмобы по национальным видам спорта намеряются в этом году провести Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта.
День Ордо, день Тогус-Коргола и день Кокбюру. Но какого конкретного числа будет этот самый день, пока неизвестно. Идея лишь озвучена, инициаторы принялись за ее обсуждение. Главная цель – популяризация национальных видов игры среди кыргызстанцев, как один из пунктов программы мероприятий в год нравственности, воспитания и культуры. Наступивший 2017 год президент Алмазбек Атамбаев объявил годом нравственности, воспитания и культуры. Впрочем, с последней было связано немало мероприятий и в минувшем году. Она также значилась в списке приоритетных направлений для развития и в 2016. Как продолжить начатое, уже имеют представление представители Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. В числе их предложений – организация флешмобов по всей стране, которые будут посвящены национальным видам спорта. К примеру, день Ордо, день Тогус-Коргола и день Кокбюру. По словам главы дирекции, выступившего инициатором данного проекта, задумка заключается в том, чтобы повысить интерес у населения к кыргызским традиционным играм. Точных дат, когда конкретно будет проводиться та или иная игра, чиновники пока не называют. Однако сейчас работники дирекции прорабатывают условия и составляют примерный график массового мероприятия. К примеру, издревле игры Ордо и Тогус-Коргол проводились в основном в летние месяцы, а вот Кокбюру разыгрывали зимой, после сбора урожая. Во флешмобе могут принять участие буквально все, кто умеет или заинтересован в национальных играх. В случае успешного проведения мероприятий в планах проводить их ежегодно, отметили в дирекции. Это и охват хороший, это для массовости. Вот это флешмоб мы хотим и увидеть, сколько у нас люди увлекаются этим видом спорта, какая у нас массовость вот этого спорта. И может со временем она войдет даже в книгу Гиннеса, да, это по масштабности, по количеству. Постараемся, чтобы она была очень эффективная. И чтобы все действительно увидели, насколько у нас народ любит и уважает, и как бы носит эту нашу традицию, которую кыргызский народ несет как бы тысячелетиями. К слову, в прошлом году в целях распространения и популяризации национальных игр в свет вышла книга «Айкөл Манас» у Юндары. По словам автора, предполагается, что предстоящие игры приобщат к национальным традициям прежде всего молодежь, так как подрастающее поколение все меньше интересуется обычаями и культурой своих предков, в то время как иностранные туристы, напротив, проявляют к ней неподдельный интерес. Я удивился, когда увидел тех ребят. Оказалось, что они граждане США. Туристы. Тут же подошел познакомиться. В интернете они увидели и научились играть в Ордо. А наши дети не умеют. Они уже забыли даже, как верхом ездить. Очень был поражен, какую заинтересованность проявляют люди из иностранных государств, причем из числа развитых. Как только будет известно точное число проведения хотя бы одной из игр, рабочая группа распространит информацию через СМИ, чтобы в регионах заблаговременно началась подготовка. К Кокбюру, Ордо и Тогус-Корголу дирекция по национальным видам спорта планирует добавить и другие игры, такие как Айкур, Кыскоумай и Эр-Саиш. Анастасия Соболева, Айбек Айтбаев, Джумадил Талабек Улу, НТС. А сегодня 13 января, Старый Новый год. Последний в череде новогодних праздников, хоть и неофициальный, с запутанным названием. В канун Старого Нового года торговый центр «Технопарк» совместно с активной молодежью устроил представление для детворы из детских домов. Дед Мороз со Снегурочкой, Пират, Снеговик и Человек-пружина – персонажи обычные и не совсем, с которыми можно было и поиграть, и потанцевать. Красочное шоу, говорят ребята, запомнится им надолго. И, конечно, приятные подарки, которые они получили как традиционное дополнение к этому празднику. 13 января в канун Старого Нового года в рамках проекта «Счастливое детство» администрация торгового сервисно-развлекательного центра «Технопарк» совместно с арендаторами и студентами, которые являются членами молодежного парламента ЕС, реализовали развлекательную шоу-программу для воспитанников детских домов Элистан, Алтынуя и Айданек. Программа мероприятий состояла из посещения детского парка развлечений «Европарк», театрализованного и музыкального выступления профессиональной арт-группы «Звездочки» и вручения подарков каждому воспитаннику детского дома. Главная идея проекта была в том, чтобы каждый ребенок мог окунуться в атмосферу беззаботного детства. Ощущения были невероятные. Море ощущений, короче. А что именно тебе понравилось? Хород,
Мне понравилось, когда мы играли с Дед Морозом. Еще мне понравилось, когда Олла пришел к нам и книжкой поиграли. Мне понравилось играть с Снеговиком. Было очень весело. Дети были впечатлены представлением. Кроме шоу, в котором все они поучаствовали, им преподнесли и сладкие подарки. Наш выпуск завершен. На этом мы с вами прощаемся. Итоговые новости с Мирджаном Балубаевым смотрите завтра на кыргызском, а в воскресенье на русском языках. Оставайтесь на канале НТС. Приятных вам выходных. До свидания.